планете посадит одно дерево. Вы на канале «Удивительные факты». Поехали. В то время как наша планета быстро теряет различных представителей животного мира, даже один единственный дуб может послужить кровом для 500 различных живых видов. Поэтому посадку одного дерева можно было бы сравнить с постройкой целого жилого многоэтажного дома. А за счет поглощения солнечного света деревья создают тень и снижают температуру воздуха, помогая таким образом охлаждаться почве, отражая тепло от своих листьев. Так в городских кварталах со взрослыми деревьями летом может быть на 10 градусов прохладнее, чем без них. Просто представьте разницу между 35-градусной жарой и комфортного 25-градусного тепла. Тень от стратегически посаженных деревьев может значительно уменьшить расходы на кондиционирование зданий, экономя до 25% энергии. Мало кто знает, но корни деревьев помогают фильтровать вредные примеси и удерживать воду в почве. Это позволяет пополнять ее запасы, в результате чего в канализацию попадает меньше жидкости и уменьшается количество сточных. Так, корневая система деревьев удерживает почву во время сильных ливней, предотвращая ее вымывание и оползни, сохраняя здания целыми, а людей живыми. Просто представьте себе, что одно только 30-метровое дерево в период роста может впитать почти 41 тысячу литров воды из почвы, после чего насыщает живительной влагой воздух. А это значит, что 8 миллиардов новых деревьев смогут отфильтровать 328 триллионов литров воды в год. В общем, если каждый человек на планете посадит одно дерево в каком-нибудь засушливом регионе, то это поможет решить проблему питьевой воды во всем мире. Друзья, как вам такая идея? Если нравится, давайте поможем ей воплотиться в жизнь и поделимся этим видео в социальных сетях. Нам с самого детства известно, что люди вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ. Деревья делают то же самое, только наоборот, и во время фотосинтеза производят и выпускают кислород в виде побочного продукта, а избыток углекислоты накапливается в атмосфере, усиливая парниковый эффект и способствуя глобальному потеплению. Следовательно, чем больше деревьев на планете, тем больше вредных веществ ими поглощаются. Количество производимого кислорода зависит от вида, здоровья дерева и температуры окружающей среды. Они также сорбируют потенциально вредные загрязнители, такие как диоксид серы и угарный газ. А их кроны действуют как физический фильтр, задерживая частицы пыли, пыльцы, дыма и смога. Эрл Эванс, доктор факультета садоводства Университета Северной Каролины, заявляет, что если каждый человек на планете посадит одно дерево, то уровень пыли в воздухе может быть снижен на 75%. Разрушительное воздействие людей на окружающую среду стало причиной интенсивного распространения вируса Зика на американском континенте. По мнению ученых, вырубка лесов, урбанизация и даже выброс мусора приблизили людей к вспышке инфекций. Эксперт по заболеваниям Эми Витор утверждает, что вспышка вируса связана с ухудшением состояния окружающей среды. Как она объясняет, такого рода заболевания переносятся в замкнутом цикле, от животных к комарам, до тех пор, пока в этот цикл не вмешивается человек, вторгаясь в природу и вырубая деревья. Исследование показало, что при вырубке лесов с последующим оккультированием земель и выращиванием равнинной растительности, переносчики вируса чувствуют себя гораздо комфортнее, чем в девственных лесах. А вырубая деревья, люди только ускоряют процесс распространения вируса. С момента зарождения сельского хозяйства, по подсчетам некоторых экспертов, люди вырубили целых 3 триллиона деревьев. Но уже сегодня по всему миру предпринимаются шаги по их восстановлению. Ученые из Швейцарии пришли к выводу, что самый эффективный способ борьбы с изменением климата – посадить около 8 миллионов деревьев. Исследования 2019 года предполагают, что посадив лес размером с один большой континент, человечество может нейтрализовать 200
5 миллиардов тонн углерода. При этом ученые признают, что если сейчас человечество не ограничит количество выбросов, толка от огромного леса практически не будет. Однако в современных реалиях восстановление лесов является наилучшим и самым доступным на сегодняшний день решением для борьбы с климатическими изменениями. Как отмечается в статье журнала Science, даже с учетом существующих городов и сельскохозяйственных земель, на планете хватит места, чтобы засадить деревьями 9 миллионов квадратных километров. На этом графике швейцарские ученые отметили, где именно можно посадить новые миллионы деревьев, исключив пустыни, городские зоны и земли, отведенные под сельское хозяйство. Это сопоставимо с территорией США. По подсчетам за предстоящие десятилетия эти новые деревья могли бы поглотить почти 750 миллиардов метрических тонн углекислого газа, что примерно равно загрязнению атмосферы за последние 25 лет. Причем значительная часть положительного эффекта наступит сразу, поскольку молодые деревья поглощают больше углекислого газа, отмечают авторы исследования. Особенно высок потенциал в тропиках. Это решение проблемы изменения климата намного дешевле всех в 1000 раз, отметил один из авторов исследования Томас Краук, эколог из Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе. Возможно, в будущем эта задача станет легче, ведь, как ни парадоксально, в некоторых областях мир уже становится более диким местом. Прогнозы гласят, что к 2050 году население планеты вырастет с 7,5 до 10 миллиардов. Но к тому времени почти 70% людей поселятся в городах, а покинутые сельские районы будут готовы для восстановления. В Европе с 2000 по 2015 год ежегодно возобновлялось по 2,5 миллиона гектаров леса, а зеленый покров в Испании увеличился с 8% своими способами спасения планеты. В Китае двое мужчин-инвалидов, один слепой от рождения, а другой без рук, вместе посадили более 10 тысяч деревьев, чтобы защитить свою деревню от наводнения. За последние 14 лет Цзя Хаикса и Цзя Вэньци стали легендами своей деревни в провинции Хэбэй. Двое человек, которые по отдельности практически беспомощны, смогли стать очень продуктивной командой. Они бесплатно арендовали участок вдоль реки и начали там посадку деревьев. Ежедневно в 7 утра они уходили из дома, вооружившись молотком и железным прутом. Денег на саженцы у друзей не было, поэтому для посадки они вручную собирали черенки, что было очень нелегко, учитывая их возможности. Когда они начинали, опыта в посадке деревьев у отважных друзей совсем не было, поскольку они никогда прежде не работали на земле. Из 800 деревьев, которые они посадили в первый год, прижились лишь 2. У любого человека после таких результатов опустились бы руки, но только не у них. 2 ведь прижилось, значит и еще приживутся, говорили они. После повторных попыток они наконец нашли правильный метод, и работа закипела. Так вдоль берега реки стараниями друзей появились тысячи осин и ив, куда теперь каждую весну прилетают птицы. Более тонкую работу по посадке саженцев и обрезке веток Хаикса делает под руководством Вэньци. Так как Хаикса не видит, друг дает ему руку, чтобы помочь своему товарищу ходить. Их и сегодня можно легко найти где-нибудь в деревне в поисках новых саженцев. А это уникальное решение придумала немецкая компания Ecosia. Они изобрели одноименную поисковую систему, которая позволяет вам участвовать в посадке деревьев по всему миру, даже не отрываясь от клавиатуры. После каждых 50 поисковых запросов Ecosia сажают новое дерево с рекламных денег, которые они зарабатывают. В настоящее время эта система посадила более 50 тысяч деревьев, и их число растет буквально каждую секунду. Создатели поисковой системы рассказали, что таким образом борются с изменением климата, способствуют восстановлению водного цикла и превращают пустыни в плодородные леса. Опыты последних лет показывают, что нахождение в лесах и парках снижают кровяное давление и понижает уровень гормонов, связанных со стрессом, такие как кортизол и адреналин.
Следовательно, если каждый человек на планете посадит хотя бы одно дерево, то 8 миллиардов человек во всем мире станут немного счастливее. Так что давайте восстанавливать природу вместе. Давайте подарим планете еще один шанс и поделимся этим видео со всеми друзьями и знакомыми. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал «Удивительные факты». До новых встреч!